Уметь попадать мячом в кольцо недостаточно, чтобы называться баскетболистом. Спортивные достижения в этом виде спорта возможны лишь благодаря постоянным тренировкам и сплоченной команде. Именно к этому ежедневно стремятся наши героини сегодняшнего сюжета. Один из самых жарких дней нынешнего лета пришелся именно на эту активную тренировку сибайских баскетболисток. Для достижения высоких результатов ни дождь, ни холод, ни жара не помеха для плотного графика спортивных занятий девушек. Несмотря на то, что команда совсем недавно вернулась на родину со Всероссийского фестиваля по баскетболу, они не расслабляются ни на секунду. Ведь, как признаются юные спортсменки и их тренеры, с каждой завоеванной наградой амбиции в плане достижения новых результатов лишь увеличиваются. 5 лет назад пришел молодой тренер, набрал девочек. Соответственно, в силу своей неопытности он обратился ко мне. Мы начали работать в паре и начали учить детей. Я, наверное, по своей старинке, так как у меня 27 лет стажа, работали с детьми, создавали команду. Но молодой тренер с молодыми мыслями, он со своими амбициями решил замахнуться на более высокий уровень и предложил мне попробовать первый раз на всероссийский турнир в городе Анапа. Было очень страшно. Для Сибая это как бы первый раз, но мы поехали. Как утверждает Наталья Ефимова, помехой сибайским спортсменам для завоевания неоспоримой победы и первых мест во многом становится менталитет небольшого городка. Когда борешься наравне с именитыми командами из мегаполисов, невольно начинаешь себя считать недостойным победы. Именно подобный психологический барьер мешал нашим спортсменам достигать больших вершин. Однако со временем преданность любимому виду спорта, неиссякаемая поддержка близких и, конечно же, опыт участия в многочисленных состязаниях помогли завоевать нашим баскетболисткам награду такого масштаба, как второе место на всероссийских соревнованиях. В этом году мы, наверное, еще надеемся, что мы еще раз попытаем счастье, также будем выступать на зоне, и, может быть, дай бог, мы пройдем чуть повыше. Но это уже будет, наверное, зависеть от родителей, как они отнесутся к этим соревнованиям, потому что это также будут пропускаться какие-то определенные занятия. Вот. И хотелось бы, наверное, через телевидение попросить, чтобы родители еще раз нам как бы помогли, поняли, преподавателей. Дело в том, что, вы знаете, вот этим деткам всего по 14 лет. Но в свои 14 лет как бы они 3 раза были на море, они посмотрели Тольятти, они посмотрели Самару, Москву, Ногинск, Воронеж, мы ездили на турнир, тоже всероссийский. То есть детки посмотрели географию России, и это немаловажно. То есть кроме соревнований мы делаем какие-то экскурсии, чтобы приехать в город и посмотреть действительно достопримечательности. Конечно же, достижения подобного уровня даются спортсменкам не просто так. Ради того, чтобы заниматься любимым делом и защищать честь родного города, нашим героиням приходится частенько пропускать занятия в школе. А это, естественно, сказывается на их успеваемости и психологическом состоянии. Какие физические и моральные тяготы переживают юные баскетболистки, наверное, по-настоящему знают только они сами. Однако после завоевания долгожданных трофеев на лицах лишь милые, усталые улыбки и безграничная радость. Сперва я просто начала ходить, мне интересно было. Сейчас мне эта игра начала нравиться. Получается, мне нравится, когда, например, даже вот во время игры, когда передачи, твои имена кричат. Это как бы не то, что приятно, это выглядит со стороны даже красиво, когда мы хорошо играем. Да, я бы хотела попасть, например, в сборную даже УГМК или в Тринту московскую. Мне бы было интересно продолжить, получается, играть в баскетбол. Я уже играю 3-й год. Баскетбол – это для меня вот все. Команда уже стала как семья мне уже. Тренера как вторые родители. Я больше времени провожу с ними. И я уже, как сказать... Да, я уже не представляю жизнь, как без них уже буду. Вот уже скоро год и все. Может, они уже наберут новых. Перед каждой игрой вот такой адреналин был. Выиграешь и не выиграешь. Когда на 1 очко выиграешь, это вот самый страшный момент. Я боялась, конечно, ужасно, честно скажу. Вот. Я бы еще раз съездила в Анапу на соревнования. Мне понравилось там.
Юные спортсменки и их тренеры выражают огромную благодарность своим родителям и учителям за понимание и поддержку, а также представителям администрации города и сибайского филиала Учелинского ГОКа за поддержку и финансовую помощь. На достигнутом команда останавливаться не собирается, впереди еще много свершений. Коллектив же сибайской студии телерадиовещания поздравляет воспитанниц спортшколы и желает новых побед. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.